министр финансов, министр экономики Магомед Муртузалиев. Да, спасибо, Анат. Приветствую всех гостей. Спасибо за приглашение на конференцию. Огромное спасибо организаторам этой конференции, которые титаническими усилиями достигли таких больших результатов. У нас такие люди здесь присутствуют, которые на протяжении последних 20 лет, 15 лет, 10 лет не перестают оказывать нам всяческую помощь в деле восстановления независимости и до оккупации Чеченской Республики. По поводу Джохара Дудаева, конференция, мне пришла мысль единственная, что колыбель цивилизации всем рассказывает, ну или доносит мифы, да, о Прометее, который подарил огонь людям. Наша нация в этом плане, наверное, впереди планеты всей, потому что у нас есть не миф, а конкретный герой, который отдал свою жизнь за свой народ, не побоялся это сделать, не продался, не убежал, не пошел на сделку с совестью, хотя мог это сделать на любом повороте своей жизни, как некоторые люди, которые совершили военные преступления, сейчас в Чеченской Республике сделали выбор. Джохара Дудаева в своей жизни я видел только 2 раза. Это в детстве, наверное. Это 92-й год, так как наши родственники жили рядом с его домом. Я был в гостях у них, и он приехал на своем служебной «Волге». Охранник открыл ему дверь, и он вышел из-за нее и пошел в свой дом. В обычный одноэтажный саманный дом, который находился на Катаяма. И 2-й раз я его увидел уже перед 90... Это было, наверное, конец 93-го года. Были... Я не помню, это были антивоенные митинги уже или митинги в поддержку именно Джохара Дудаева. Я тогда просто ходил с камерой, записывал все эти митинги, мне было интересно это. И на этом митинге я увидел, и около меня оказался человек, который был, как потом выяснилось, закинут в российской спецслужбы для того, чтобы он бросил гранату в сторону президента. Но самое интересное, что люди, которые вокруг него, там, не спецслужба чеченская там, или еще кто-то, но я правда не знаю, может быть, они были из спецслужбы нашей, они его схватили эту гранату у него в руке, он даже не успел ее бросить. И это было метров 100, довольно далеко от того места, где находился Джохар. И находились обычные люди, как бы. Просто увидели, что человек хочет что-то сделать, ну, неправильно, и просто остановили его. Потом уже передали его милиции, и полиция, я уже не помню, какой у нас был на тот момент. Это вот второй момент, когда я видел Джохара Дудаева на этом митинге, который выступил все-таки, несмотря на то, что на него фактически хотели совершить покушение. Это вот второй момент в моей жизни, когда я видел нашего президента живым, скажем так. Огромная благодарность эстонцам, которые установили в 1997 году мемориальную доску на доме, в котором работал Джохар Дудаев, будучи командующим военно-воздушных сил в Эстонии. Вот. Это, конечно, незабываемо. Я принимал участие на одной из конференций, которая была посвящена выходу книги Аллы Дудаевой «Старту». И на этой конференции один из ветеранов эстонцев взял слово и рассказал, откуда он узнал о чеченцах вообще, что как бы раскрыло им глаза именно на чеченскую историю и на чеченцев как на народ, что когда Джохар Дудаев был командующим этого военного подразделения в советской армии, должны были состояться должен был состояться военный парад, соответственно, их летное подразделение тоже участвовало в военном параде, как вы знаете, всегда прилетали самолеты, там стратегическая авиация, если она имела место быть, находиться в этом регионе. Потом уже на площади шли танки там, и так далее и тому подобное. И этот ветеран эстонец рассказал, что мы, когда узнали и увидели, вернее, что в небе над Тарту поднимается национальный флаг Эстонии, а не как обычно республиканский флаг Эстонии, именно национальный, триколор, синий на муствалге, синий, черный, белый,
Они все плакали, как он говорит. Амнет, не слышали? Может быть, Сайд Магомед, там с колонкой что-то у тебя. Я думаю, другие... Мама, да не слышно, Амнет. Сайд Магомед, эта проблема только у тебя бывает. И все слышат нормально. Да, Сайд Мамад. Мамад, мы тебя слышим хорошо. Да. И в этот момент, говорит, все люди, которые собрались и увидели первый раз за долгие годы оккупации свой национальный флаг в небе над своей страной, это ощущение было незабываемое, по его словам. Это просто было как какой-то взрыв звезды в космосе какой-то. И тогда я послушал человека, проникся его словами тоже, что в принципе во всем мире знают, кто такой Джохар Дудаев. И те улицы, кстати, по поводу Латвии, там серьезная проблема стояла в то время, когда был Нил Ушаков мэром Риги, да, что хотели переименовать улицу Джохара Дудаева, переименовать в честь Задорнова. Нажал. Да, вот это тоже такая провокация со стороны России была в определенное время. Слава Богу, что вы понимаете, что чеченский вопрос, чеченская тема – это сегодняшний маркер, камертон уровня свободы в каждой из ваших стран. И в Эстонии, и в Латвии, и в Литве. Как только, если только, вернее, переименуют улицу Джохара Дудаева на улицу Задорнова, сломают мемориальные доски Джохара Дудаева, любое напоминание о борьбе граждан Чечении за свою независимость, это будет признак того, что у вас уже серьезные проблемы с вашим суверенитетом и с вашей независимостью. Я очень горд тем, что вы это понимаете, и что, отстаивая нашу свободу, вы в конечном счете боретесь за свою свободу. Ну и граждане России, конечно, очень жаль, что таких людей, как господин Пятковский, в процентном соотношении очень мало в России. И каждый такой человек, как вы, как господин Пятковский, подвергается гонениям, убийствам, отравлениям, расстрелам, всяческим притеснениям. Это очень печально, что у вас нет в России такой силы, которая может организоваться и дать отпор этой фашистующей власти, которая там находится. Потому что, в принципе, 140 миллионов, да, это очень большая часть населения, которая, в принципе, могла бы самоорганизоваться. Но опять же, я благодарен тому, что вы, как гражданин России, как вы говорите, не отделяйте себя от России и бойтесь, и говорите правду, доносите эту правду сегодня в Соединенных Штатах Америки, и господин Дэвид Статтер занимается тем же самым. Это просто неоценимая помощь и Купчинская, и МАС, и я вас первый раз вижу, Айнер Зайцелинский, но очень рад с вами познакомиться, что вы просто бесконечная благодарность. Я не такой взрослый, как вы, конечно, но уже подхожу к этому барьеру, да. Я очень впечатлен той работе, которую вы проделываете, что вы не разочаровываетесь. Я не говорю про чеченских лидеров, которые сегодня здесь присутствуют, потому что, к сожалению, это их боль, которая пронизана или связана цепью через сотни лет, все поколения затронуты и так далее и тому подобное. Я бы мог сказать, как министр финансов, как я вижу эту ситуацию, почему мы через свою, так сказать, через свои призмы, почему мы подвергаемся таким гонениям. Это не столько наша любовь к свободе, безусловно, она не столько наше право жить свободно на своей земле, где мы жили сотни лет. Но, к сожалению, это те национальные ресурсы, которыми обладает наше маленькое по территории население. И Россия не могла позволить жить гражданам Чеченской Республики, мягко говоря, богато. В 1944 году, с 1943 по 1945 год, период, когда нас готовили к выселению, по официальным данным советской промышленности на территории Чеченской Республики каждый год, 2 года, каждый год, 43 год, это 1 миллион тонн нефти, 44 год, это
2 миллион нефти. 45 год это 3 миллион тонн нефти добывалось, ну, воровалось в данном случае в Чеченской Республике. Могла себе позволить Россия вот такому территориальному государству Включи мне, пожалуйста, звук, я не слышу его. Продавать нефти на 225 миллионов долларов по тем ценам, которые были на лондонской бирже в то время, в 43-44 годах. Могла ли себе позволить Россия, чтобы чеченцы жили, продавая свои национальные ресурсы на международном рынке свободно, достойно, богато? Могла позволить себе это Россия? Просто я сейчас выйду, введи меня тогда. Конечно, нет. Конечно, им нужны были, эта нефть нужна была для войны, для экспансии, для захвата соседних стран и так далее и тому подобное. К сожалению, пока мы не строим эти темные углы просто откровенного грабежа, просто откровенного убийства целой нации только потому, что у этой нации Богом данное ему национальное достояние, мы, к сожалению, с моей точки зрения, не сможем приблизить победу или поставить точку в этом вопросе, потому что именно это преступный сегодня уже российский режим пытается скрыть и боится, что мы будем требовать не только политической компенсации, но и экономической компенсации. Не то, что за выселение там, нашей нации или за убийство нашей нации компенсация, а то, что нас просто все наши поколения просто ограбили. Больше другого никакого, с моей точки зрения, в этом вопросе стимула ни для Советской империи, ни для Царской империи, ни для сегодняшней Российской империи просто нет. Просто они не могут позволить нам жить свободно. 93-й год, 94-й год к моему отцу приехал представитель немецкой фирмы и предложил вот контракт. Вот мы знаем, что вы являетесь директором городского пищевого комбината. Вот есть новая технология, где создавать бутылки не из стекла, а из полиэтилена, ну из пластмассы. Это 93-й год. Никто на постсоветском пространстве тогда бутылки из пластмассы вообще не делал. А у нас для этого было и сырье, и деньги. Могла себе Россия позволить, чтобы какая-то Чеченская Республика укатывала весь асфальт Чеченской Республики с помощью немецких, итальянских машин, когда в России о них даже не слышали ничего. Просто нам тупо не дают развиваться. Нас просто убивают за то, что мы хотим жить на той земле, которую Всевышний нам дал. Вот за это наше право нас просто ненавидят. И за то, что мы умеем пользоваться этим правом. За то, что наши все поколения до нас отстаивали это право нашего народа. За это нас тоже ненавидят. Мы, конечно, сейчас просим у вас помощи, потому что у нас нет, к сожалению, ресурсов. Да. Сегодня у Украины даже к 50 миллионов нет возможности воевать с Россией. А как вы думаете, у нас есть эта возможность? Поэтому и просим какую бы то ни было помощь у тех стран, где находятся в данное время наши граждане, получают политическое убежище. Потому что надеемся, что у нас хватит мозгов отплатить вам за добро добром. Вот и все. Все сегодняшние граждане Чеченской Республики, которые здесь присутствуют, это единственная цель, которую они преследуют. Потому что у каждого в семье по несколько детей, которые воспитываются и живут на территории Европейского Союза, учатся в европейских школах, получают знания. И это главное понимание того, что мы нацелены на будущее и на позитивное развитие этого будущего, в отличие от той страны, которая создает сегодня всем проблемы. Большое спасибо, что выслушали. Я больше по поводу Джохара Дудаева ничего не знаю, всего своих малых лет. Все, что знал, я вам сказал. Баркова. Махмад, спасибо большое. Ты молодец. Я немножко хотела рассказать, что вот это здание комендатуры, в котором работал Джохар Дудаев в городе Тарту, теперь это является гостиницей Барклай де Толли. Но и в этом здании сейчас номера, все эти кабинеты гостиничные. И на каком-то, я сейчас точно не помню, это был 3-й этаж или 2-й этаж, там был кабинет Джохара Дудаева.
И я в этом кабинете была. Сейчас это обычный гостиничный номер, но те, которые устроители этой гостиницы, они не поменяли паркет в этой комнате. Тот же самый паркет. И они сказали, мы, говорит, его специально оставили, потому что по нему ходил Джохар Дудаев. И на стене висит портрет Джохара Дудаева. Так что память о Джохаре в Тарту осталась добрая. Он там сдружился с замечательными политическими диссидентами, эстонцами. Некоторые из них до сих пор живы. И они очень тепло отзывались о Джохаре Дудаеве. Я особенно Первую войну и после Первой войны часто ездила в Эстонию, в Тарту. И была счастлива слышать прекрасные слова эстонцев о Джохаре Дудаеве. Спасибо. У нас есть еще один докладчик. Может быть, он не очень в обиде, что он остался последним. Это Замбулат Идиев, писатель, журналист. И поэт, кстати. Пишет прекрасные стихи. Анна, меня слышно? Да. Минут 5 после Жамбулата попросил бы я. Хорошо, Руслан. Замбулат, слушаем. Спасибо, Амнат, что дала мне высказаться. И вообще спасибо, что меня пригласили на эту конференцию. Всех вас приветствую. Я говорить непосредственно о самом Джохаре Дудаеве, о нашем первом президенте, но в принципе уже о нем все сказано. И много сказано, нового что-то вряд ли я скажу. Я хочу сказать о том, что, может быть, вы видели уже, в основном многие из здесь присутствующих участников видели фильм, который сделал именно приуроченный к дате 25-й годовщины гибели нашего первого президента. Это не первый фильм, который я о нем делаю. Первый мы сделали уже с моими друзьями еще дома в 1999 году. Это был фильм, посвященный памяти Джохара Дудаева, как бы дань уважения нашему первому президенту. Но нынешний фильм, он несколько отличается от того, тем, что он как бы, скажем так, это итог этого 25-летия того, что прошло, что произошло за эти 25 лет с именем Джохара Дудаева. То есть его, даже гибель его до сих пор не оставляет в покое его недругов, скажем так, до сих пор еще его имя, его образ в наших сердцах, тем, что он не оставляет в покое наших недругов, его недругов, можно сказать, можно привести хотя бы тот пример, что до сих пор Россия выражает протесты и польским властям, и украинским властям в связи с тем, что его имя запечатлено на улицах, на площадях многих городов и многих стран. И это очень большой показатель, что имя Джохар Дудаев – это не пустой звук. Это действительно, это как символ борьбы для очень многих народов Европы, мира. Потому что во многих городах только одной Турции, сколько их. Причем этот фильм занял длительностью 43 минуты, и то даже там не все места указаны, потому что не было возможности все показать. Но тем не менее, даже это, то, что показали, производит, в всяком случае, когда я узнал, готовился, делал этот фильм, и когда получил весь этот материал, на меня это произвело очень большое впечатление. И, конечно, я хочу... В этом фильме, к сожалению, я в конце, в титрах, не назвал поименно всех, кому я за это благодарен, за этот
за создание этого фильма, всем, кто присылал материалы. Просто, почему? Потому что не всех я знал. Если кого-то я назову, неназванных, я не хотел как бы обидеть, что ли, может быть, это не совсем уместное слово будет, но не хотел как бы, чтобы было какое-то неравноправие, что ли, тем, кого я называл, кого нет. А всех я не мог назвать. Но сейчас здесь я хочу назвать, поблагодарить и господина Целинского, и госпожу Рацу, она хоть вышла, но тем не менее, за то, что они позволили свои выступления включить в этот фильм. Кроме того, особая, конечно, благодарность Аминат Саиевой, что выступила, что поговорила с литовским деятелем движения «Союдис». И, безусловно, очень человек, которого я хотел бы поблагодарить, это человек, без которого невозможно было, без его энергии, без его инициативы, это невозможно было, потому что он, можно сказать, подталкивал меня своей энергией. Это Руслан Тахаев, Дерес Хиршфун, Амнат Руслан, за то, что вы заставили, подтолкнули меня на этот шаг, и я вам за это очень благодарен. Вот. И надеюсь, если не все посмотрели, надеюсь, кто посмотрит, оценит этот фильм. Конечно, я знаю, какие там недостатки в этом фильме, потому что делал я его дома, здесь, на своем домашнем компьютере, не самой последней модели, скажем так, в общем-то, непрофессиональные условия были. Но, тем не менее, что смог, я сделал. И если там есть какие-то недостатки, я знаю, они технического плана. Вот. А другие моменты, может быть, кому-то что-то нравится, кому-то нет. Может, уже у вас какие-то будут замечания, кто посмотрит. Кто уже посмотрел, у него, может быть, есть замечания. Возможно, я любую критику, если в будущем или сейчас, или в будущем любую критику я с благодарностью приму, может быть, с чем-то соглашусь, может быть, с чем-то нет, не знаю, видно будет, да. Вот. Но в любом случае, я вам всем искренне благодарен и за помощь, кому-то за помощь в создании фильма, и за внимание просто к этому фильму и к моим словам. Вот все, что я хотел сейчас вам сказать. Спасибо. Спасибо, Аминат, да? я, к сожалению, должен уйти. Я хотел просто благодарить всех и передать привет всем, и вам, и Ахмеду. И надеюсь, что мы продолжим эту работу. И спасибо за приглашение. Ну, мы, естественно, продолжим наше... Спасибо, Дэвид. Спасибо, дорогой. Удачи. Спасибо вам большое за участие. Всего доброго всем. Спасибо. Будешь в Лондоне, Успехов обязательно вам. дай знать. Или примерно Конечно. Я буду вам знать обязательно. И надеюсь, даже скоро. Всего доброго. Всего доброго. Спасибо, Дэвид. До свидания. Успехов вам. Теперь у нас есть еще один докладчик. Он 5 минут просит. Это наш знаменитый спортсмен тяжелого веса. Он не только на Кавказе, да, был чемпионом, но он здесь в Европе известный спортсмен и чемпион. И к тому же еще член правительства Чеченской Республики Ичкерия. Он директор департамента, кажется, так называется, по спорту. Он зампредседатель, он зампредседатель Государственного комитета деоккупации. Ну вот. Родная. Так, хорошо. Я во всех регалиях не всегда разбираюсь. Руслан Тахаев большой вклад внес
вот то, чтобы эта конференция состоялась, чтобы Работу состоял... оргкомитета, да. Да, и состоялись другие мероприятия, связанные с 25-летием гибели Джохара Дудаева. И сейчас ему слово, Руслан. Он, кстати, сегодня был на митинге большую часть дня в Вене, и он теперь с нами. Руслан? Всех приветствую. Ассаламу алейкум. Как говорит мой друг Адам Боровский, на языке оккупанта говорю очень плохо, поэтому заранее извиняюсь. Джохара видел десятки раз. Первый раз видел на общенациональном съезде чеченского народа. Это было 23 по 25, когда проходил этот съезд. И я был начальник охраны этого съезда. А также мне посчастливилось быть членом исполкома 3 созывов. На 3-м был избран Джохар председателем исполкома. Когда ему оставалось уехать пару дней, дебаты, которые происходили за Бароновским мостом с левой стороны клуб в Грозном, где мы должны были избрать и председателя КЧН, и его заместителя, и где-то вот не приходили к общему согласию. Естественно, Иса Арсамиков мне сказал, мы, говорит, послали за Джохаром, вот его ждем, и нам нужно обязательно за него проголосовать, и чтобы он стал председателем исполкома. Естественно, в зале был большой шум, мы все такие энергичные, дело доходило даже иногда чуть ли не до драки. И, естественно, Джохар сидел, как всегда, я его после много раз видел, когда он молчал, а у него такой жест вот глазами был, когда он как бы не моргал, а вот как бы хлопал он глазами. И я на него смотрел и думал, с нашей энергией, с нашей такой зажигательностью и его спокойствием подойдет ли он нам. И фактически Умхаев Леча в этом зале, когда я выступал, сказал, что председатель исполкома КЧН должен быть человек свободным, независимым. Естественно, уже было понятно, что он давал установку своей команде, что вот Джохар, действующий генерал, живет там в Прибалтике, но он нам не подходит. Ну, я ждал, что скажет Джохар. Джохар говорил много, я как бы все это пропускал, ждал на несколько вопросов-ответов. И вот на тот вопрос, который был задан ему Умхаем, он сказал, что он готов отдать свою жизнь. И я это никогда не забывал. И иной раз бывал очень близко, иной раз в зале сидел, посчастливилось долго обсуждать наедине. Ну, я благодарен судьбе, что в своей жизни мне выпала такая доля, что я вдоволь наговорился с ним. И были 3 случая, которые только рассказал, он мне сказал вот его слова, я, говорит, только тебе об этом и только тебе рассказал. В эту ночь как раз мы с Ахмедом вдвоем брали у него интервью. Ахмед, наверное, помнит. Это было в доме у Ахмеда. И о Джохаре можно много говорить. Последние 3 недели, клянусь вам, я живу с ним 24 часа. Вот этот ковер, который одна наша известная журналистка вынесла с горящего дома с Вединского района. Она его перевезла в Грузию,
С Грузии она привезла его в Европу. И она мне сама говорит, долго думала, кому дать. И выбор пал на меня. Я ей благодарен. Я даже думаю, кому бы его подарить. Но этот человек должен больше любить Джохара, чем я. Потому я и подарил. Поэтому все-таки Джохар это находка была для чеченского народа. Он просто себя очень-очень долго к этому готовил. Он готовил действительно для того, чтобы освободить свой народ. И фактически он этого добился. Там нам осталось чуть-чуть, и мы, естественно, к этой победе придем. Спасибо всем вам, кто держится на этой позиции. Митинг сегодня состоялся, очень хороший митинг, была принята резолюция. Ихван, я благодарю, очень прекрасно все было. Вчера поздно, очень поздно ночью я связался с Ихваном, хотя мне тяжело было. Попросил его уже, чтобы он написал резолюцию. Он почти, наверное, тоже целую ночь не спал, точно так же, как и я. А резолюция, она всем понравилась. Мы эту резолюцию, я их переслал на все наши, вот, в Германию, где будет принята эта резолюция, в Бельгии, Франции и прочее. Естественно, и эта резолюция обращена к правительству Чеченской Республики Ичкерия, над которой она должна вот, в дальнейшем работать. Баркал, Дайлрейс, Хуэль. Я чехту ахштуна ашидуаш лэр жахаралец. Ала версима тахайн хатаца поза ногтем сахуш дешбо. Да, и я хотел добавить несколько слов в отношении Джохара, потому что Джохар был, многие, наверное, об этом не знают, Джохар был членом нашей правозащитной организации, входил в совет, вот Ихван Гириханов об этом знает, он тоже присутствовал на наших заседаниях нашей организации. И Джохар Дудаев всегда был против войны. Вот, сейчас его как бы хотят представить человеком воинственным и прочее. Да, он был воинственным, он был мужественный, но он был очень гуманным человеком. И вот именно правозащитную деятельность он всегда поддерживал. И даже когда его избрали президентом, у нас вот, зал был сзади президентского дворца, такой круглый зал. Вот этот зал он нам дарил. И всегда мы проводили там свои заседания. И когда кто-то из русских спросил, вот почему у вас министр связи является одновременно руководителем правозащитной организации, Джохар сказал, если бы у меня все министры были бы правозащитниками, я бы только рад был этому. И до конца своих дней он оставался правозащитником. Именно это я хотел отметить. Баркал. Баркал Делес. На самом деле, несмотря на то, что Джохар Дудаев был военным человеком, генерал-майором, он был человеком очень мирных вот направлений, мирного существования. Он отрицал войну. Он, как здесь уже Абдулла говорил, он любил и литературу, и поэзию, и музыку, жизнь любил. Он самое ценное отдал свою жизнь за свободу чеченцев.
я вначале вам вот прочитала его мысли, еще раз вот напомню, что касается меня, то я готовился к решающей схватке за право на достойную жизнь с тех пор, как себя помню. Он был такой, это решающая схватка, ведь не обязательно военным способом. Войну чеченцам навязала Россия, ведь не чеченцы напали на Россию, а Россия всем своим оружием, со всеми своими возможностями напала на крошечную Чеченскую республику, которую иностранцы мне говорили, мы, говорит, ее разглядывали на карте мира под лупой, настолько она мала. Но тем не менее, и Джохар Дудаев, и чеченский народ достойно выдержал этот натиск российской военщины, по-другому нельзя назвать, и победил в Первой войне. Я думаю, что эта победа, в конце концов, она придет к чеченскому народу. Чеченский народ освободится, рано или поздно это будет. Да и Россия сама должна измениться. И мы часто говорим, что только после того, как Россия изменится, станет демократическим правовым государством, только тогда и народы, населяющие Россию, могут быть свободными. Не может быть свободен один без свободы другого. Лачин Мамишев, азербайджанский журналист, и боролся против коррупции в Азербайджане, и из-за преследования он тоже сейчас политэмигрант и живет в Европе, и помогает нам в наших делах. Спасибо, Лачин. Вы с нами, и мы вас очень любим и уважаем. Феномен, личность покойного Джохара, это настолько его мечта велик, что двумя словами или в формате одной конференции это невозможно все как бы излагать, все показать. Лично для меня я его считаю не только героем чеченского народа, я его считаю героем всего Кавказа и всех свободолюбящих людей. И я в этом абсолютно убежден, что каждый себя считающим свободным человеком, индивидуальностью человек, и его считать своим кумиром и дорожить этим, и всегда с большим уважением вспоминать его. И я считаю, что, как и все наши шахиды, которые пали и героически, которые ушли непобедимыми, они всегда живут, как об этом гласит в Священном Коране. И сколько есть человечества, сколько есть все эти бумажные материалы, которые печатанные и электронные, и я считаю, что все человечество, весь мир о нем будет помнить, и его всегда будут вспоминать добрым словом, и всегда он будет примером. И поэтому я считаю, что это и так есть. Джохар жив, и Джохар будет жить всегда в наших сердцах, в наших воспоминаниях, и он всегда будет присутствовать во всех благих делах во имя свободы всего Кавказа. Огромное спасибо всем. Спасибо. Еще раз, в завершение, конечно, я и не забыл об этом. Я вначале сказал, Лачин Мамишев, человек, который проделал огромную работу вот эти последние 2-3 дня и дал нам возможность пообщаться, провести эту работу, записал эту конференцию. Лачин, дорогой, спасибо тебе. Огромное спасибо и от имени правительства, и от имени всего чеченского народа. Я тебя благодарю. Спасибо большое. Спасибо всем участникам. Сейчас я даю слово Ахмеду Закаеву. Анна Баркал, спасибо. В завершении мы сегодня много говорили о Джохаре и, естественно, затрагивали и другие темы, потому что они связаны. Борьба чеченского народа и все, что переживал и переживает чеченский народ, это
примерно связано с судьбой Джохара, с его жизнью, с его деятельностью. И, конечно, памяти о нем. Когда мы вспоминаем о Джохаре и говорим о Джохаре, мы говорим о чаяниях чеченского народа. И он был как бы выразителем этих чаяний, он был выразителем всего того, чего чеченцы переживали, добивались. И я уверен в том, что сегодня мы, его соратники, продолжатели дела, мы должны продолжить этот путь, и его жизнь, и жизнь многих наших, тысячи наших соотечественников будет не напрасной, если мы завершим этот путь. И мы обязаны это завершить. Джохар не успел его завершить, но Джохар дал, вселил в нас уверенность и вселил в нас, передал нам такую энергию, что вот спустя 25 лет мы продолжаем его дело. И я уверен в том, что даже те, которые следующее поколение, если нам Всевышним не угодно, чтобы мы этот этап завершили, будут последовательны. Но я хочу заверить вас и себя в первую очередь, обязываю нас всех все-таки завершить этот путь, завершить то, что мы начали. И мы должны добиться деоккупации нашей страны, мы должны добиться того, чтобы Чечня была свободной, мы должны добиться того, чтобы с Россией установить нормальные добрососедские отношения. И в этом отношении, несмотря на все то, что происходит в данный момент, я верю, что в России появятся нормальные здоровые силы. Они и сейчас есть, но их мало, но они есть. И вот наш меморандум, который мы подписали с участием наших друзей из России, и Андрей Николаевич Илларионов, и Андрей Андреевич Пьянковский, и другие деятели, которые, подписывая этот меморандум, заверили нас, и мы подписали его с тем, что постпутинский период, что отношения России и Чечни будут строиться на договоре о мире, который был подписан двумя президентами. Я уверен, что так оно и будет. А теперь я в завершении, конечно, хочу поблагодарить всех участников. Также хочу поблагодарить, Амна, тебя как председателя оргкомитета, Руслана как зампредседателя и всех членов оргкомитета, которые вот последние 3-4 месяца работали над тем, чтобы провести вот памятные мероприятия, посвященные памяти имени Джохара Дудаева, памяти Джохара Дудаева. Спасибо вам большое. И вот в резолюции, мне кажется, Анна, вот все эти моменты, которые мы сегодня здесь затрагивали, все эти темы, если даже у нас сейчас резолюция не готова, то подготовить проект резолюции и разослать по почте нашим друзьям с тем, чтобы мы его потом, хотя бы в течение нескольких дней, чтобы мы это тоже выдали в прессу. Амна и все участники, спасибо вам. Амна Делресфуил, дорогие друзья, наши гости, спасибо вам всем огромное за это участие.